В Башкортостане на базе передовой инженерной школы мотора будущего открылся центр сервоприводов. Там производят детали, а именно электродвигатели к БПЛА и роботам. Об этом и о многом другом мы сегодня поговорим с руководителем школы мотора будущего Вячеславом Вавиловым. Вячеслав Евгеньевич, здравствуйте. Да, добрый день. Вячеслав Евгеньевич, расскажите, пожалуйста, о том, что конкретно производит в центре сервоприводов, и не ошибся ли я, что это электродвигатели к БПЛА и роботам? Это электродвигатели к роботам, это электродвигатели к электромобилям, это электродвигатели ко всему. Вообще, наша цель, которую мы видим для себя, это сделать нашу республику и конкретно Уфу некой электрической столицей России. То есть здесь создать некий центр знаний, центр компетенций по электрическому миру, по электромеханике, по электродвигателям. Потому что ни для кого не секрет, эта компетенция сейчас в мире развивается просто там какими-то дикими темпами. Мы все знаем там Тесла, мы все знаем то, что достигает Китай, то, что сейчас делает Великобритания в области электродвижения, в области электромеханики. И мы хотим сделать то же самое здесь в республике, чтобы прославиться на всю Россию, обеспечить и высокотехнологичное лидерство нашей страны, и замечательное образование нашей страны именно в этой области. А вот расскажите все-таки, насколько это актуально? Ну, вы же говорите, что мир движется вперед, естественно, мы тоже за этим поспеваем, соответственно. А вот конкретно по сервоприводам, какое количество штук планируется производить и кто все это делает? Расскажите. Глядите, давайте так, об объемах я говорить не буду, потому что все-таки у нас есть некая коммерческая информация. Кто это делает? Это делают и боевые инженеры, и боевые сотрудники, но в том числе и студенты. То есть студенты тоже участвуют в этих разработках. Конечно, большая часть это именно сотрудники, которые работают на полную ставку, но еще раз повторюсь, студенты у нас тоже вовлекаются. Студенты вовлекаются путем участия в студенческих конструкторских бюро, студенты вовлекаются в рамках учебного образовательного процесса. То есть полностью сотрудники передовой инженерной школы, если отвечать на ваш вопрос. Но спрос большой, как я полагаю, да? Действительно, да, потому что электрическая компетенция, электрический мир, он сейчас покоряет мир. То есть это некая новая революция, которая определяет научную повестку, научно-технологическую повестку будущего. То есть вообще электромеханика это некая сквозная технология. То есть представьте, электромобили без электродвигателя не существует, беспилотники без электродвигателя не летают, подводные лодки, которые работают на электричестве, без электродвигателя не плавают. И даже пресловутый искусственный интеллект, про который мы много в последнее время говорим, он работает тоже на энергетики. А что такое энергетика? Это электрогенераторы и аккумуляторные батареи. То есть это тоже электромеханика и электротехника. Поэтому электромеханика и электрические технологии это новая компетенция, сквозная, которая пронизывает в принципе все технологии, которая определяет во многом технологии будущего. Довольно-таки интересно. А вот по поводу все-таки данного проекта, он актуален в целом для республики или для нашей страны? Вот расскажите. Этот проект федеральный, он, естественно, актуален для страны в первую очередь. И построен он при поддержке, точнее, неправильно сказать, создан при поддержке главы республики за федеральные деньги. То есть это субсидия Министерства образования и науки, которая была дана на закупку оборудования, соответственно, у нас были помещения и настройка всех технологических процессов. Причем ведь самое замечательное, что то оборудование, которое было закуплено, оно тоже, опять-таки, некое уникальное. У нас появилась камера электромагнитной совместимости, то есть мы можем проводить исследования, испытания на электромагнитную совместимость, причем, насколько я понимаю, в республике пока мы единственные, кто владеет этим. У нас появилась линия поверхностного монтажа. Такие линии сейчас стоят у нас у серийных заводов, но наша задача это именно отработка технологий. То есть мы не серийный завод, мы то, что связывает науку и серийное производство. То есть то, что находится между ними, то, что берет идеи ученых, превращает их в некие продукты, которые может сделать производство. Некое такое научно-производственное объединение, которое стоит между исследовательскими группами и реальным рынком. Инженерная школа мотора будущего при Уфимском университете науки и технологий. Расскажите все-таки, как я полагаю, если я правильно понимаю, это делают все студенты или ученые? И что это в целом за учреждение такое, чем оно уникально и чем оно все-таки полезно для нашего региона? Глядите, передовая инженерная школа это 14-й факультет Уфимского университета науки и технологий. То есть это факультет, который готовит неких элитных инженеров. Именно ребят с усиленной подготовкой, которые способны создавать технологии будущего. То есть первая передовая инженерная школа это про высшее образование. Причем школа это называется именно на некий западный или исторический момент. То есть мы помним, что когда вообще зарождалось высшее образование, у нас в принципе были политехническая школа, из которой там потом росли значительно большие университеты. Поэтому это называется школой. По факту это факультет, 14 факультет Уфимского университета, в рамках которого преподаются 3 основные специальности. Это энергетика, электромеханика и прикладная информатика в энергетике. То есть мы готовим энергетиков, электромехаников и программистов, которые могут создавать
технические системы. Не просто ребят, которые могут писать коды, а именно ребят, которые могут создавать технические системы. То есть образование на новейшем оборудовании с новейшими знаниями. То есть у нас 150 человек штатный состав, это ученые, это разработчики, это инженеры, это производственники, которые создают новые продукты. И при создании этих новых продуктов они получают абсолютно новые знания. И эти знания они транслируют нашим студентам. То есть, смотрите, у вас интересна такая методика, у вас и производство, и учеба все вместе, это синтез такой, да? Это именно такая перемешка, а по-другому никак и не выйдет. Как сейчас можно получить знания, если ты в этих знаниях не участвуешь? Извините, знания создаются в мире настолько быстро, что они устаревают. И то, что знали мы с вами позавчера, оно сегодня уже старое. Поэтому мы и работаем именно по такому принципу, что мы сначала создаем эти знания, реализуем их у себя, запускаем их в рынок, но при этом передаем их студентам. И наши студенты обладают именно самыми новыми знаниями, которые актуальны здесь и сейчас. Я помню, когда мы у вас снимали репортаж про ваше учреждение, вы показывали музей. И расскажите, как вы завлекаете студентов, заинтересовываете тем, чтобы заниматься наукой и говорить то, что наука – это действительно круто? Глядите, здесь у нас раскидывается несколько вещей. Первое, мы базируемся на нашей истории. Вот то, что вы сказали, музей. На самом деле, да, действительно, у нас здоровский интерактивный музей, который показывает и развитие электрических технологий, и развитие кафедры электромеханики, показывает то, как мы меняемся. Но это одна сущность. То есть мы храним свои традиции, храним свою историю. Другая сущность, которая очень важна, и которую мы завлекаем, или, правильно сказать, мотивируем наших людей ПИШ, это интересные задачи. То есть, представляете, работать в рамках своей учебы или в рамках своей работы, в рамках своей специальности над задачей, которая переворачивает, как минимум, Российскую Федерацию. Допустим, там самолет с гибридной силовой установкой Як-40ЛЛ. В России мы создавали его вместе с САМом первые. То есть, это именно первопроходцы. То, что мы сейчас делаем, там работы для Сбера по электроприводам, да мы тоже это делаем первые. Или буквально сегодня у нас идут испытания стартер-генератора для двигателя авиационного ПД-35. Это делается здесь, в Уфе, это двигатель новейший, его еще нету в истории нашей страны. Он создается впервые. И представляете, каково ребятам, студентам, сотрудникам поучаствовать в этой задаче. Но, конечно, будет пафосно звучать, что это задача уровня Королева, когда он создавал свою известную семерку или единичку. Но в целом это именно задача, которая находится на самом фронтире науки. И участвовать в этой задаче, это круто. Конечно, может быть, это в нашем понимании круто, но в моем понимании для любого молодого человека или молодой девушки поучаствовать в чем-то таком, что действительно для тебя никто не делал, наверное, здорово. Но люди приходят и занимаются своим любимым делом, насколько я полагаю, да? Да, а как иначе? Мы не говорим, что у нас люди работают. Работа и любимое дело, а здесь вы абсолютно правы, это то, что спаивает. Оно получается только тогда, когда глаза горят, и ты это любишь. Когда это тебе, извиняюсь, в кайф. Иначе не бывает. А вы говорили, по сути, вы делаете, можно сказать, и разрабатываете интересные моменты, это и к роботам, и, соответственно, электродвигатели к беспилотникам, плюс еще двигатели для обычных гражданских судов. Расскажите все-таки о планах, что у вас будет интересного такого, что еще никогда не было, может, какие-то раскройте секреты? Глядите, сейчас мы смотрим первое. У нас есть планы как некого организационного типа. Мы собираемся зайти в проект научно-производственных объединений, которые сейчас объявляет наше министерство, и стать неким центром, который действительно берет исследовательские технологии и превращает их в технологии для производства. И это НПО мы хотим, чтобы было создано здесь у нас в Республике Башкортостан, в Уфе. Это некая такая организационная вещь, которая позволит нам вырасти и в наших бизнес-процессах, и в нашем ведении деятельности. Что если с точки зрения научного плана? У нас в планах разработка новых технологий с точки зрения биоподобных электромеханических систем, энергетических систем, похожих на цепочки питания. Далее, внедрение ИИшки, искусственного интеллекта в проектирование и разработку электрических машин. Внедрение аддитивных технологий мы сейчас отдельно смотрим. Печать обмоток, печать теплообменников. То есть это тоже для нас некая такая новая история. То есть это такой пул технологий. И самая главная задача, к которой мы сейчас стремимся, как электромеханики, это создать электрическую машину, которая дает максимальное количество мощности при минимальной массе. А проще говоря, если это где можно будет применять? Я привожу пример всегда своим студентам. Представляете, у вас, вы выходите во двор, стоит подстанция, которая дает, условно говоря, 100 киловатт на 5 домов. Эта подстанция, она занимает помещение 3×4. Сейчас мы допустим, делаем генераторы, которые позволяют размеры этой подстанции
сократить в 2-3 раза. И, соответственно, вот как бы тот эффект, который мы достигаем. Ну и далее, если мы говорим, чем больше электричества, тем больше элементарно вы можете пользоваться своими гаджетами. Ну, то есть летите вы в самолете, вот вам ноут, вот вам просмотр, это же все электричество. А самолет находится в воздухе, к нему провода не протянешь, это не воздушный змей. А чем больше на нем на борту электричества, тем он более эффективен. Но это электричество надо где-то размещать, оно же как конечное, понимаете? То есть оно представляет собой какой-то материализированный объект. И чем меньше мы его делаем, тем больше этого электричества на борту, тем больше там и комфорта, и больше эффективность борта, и больше экологичность. А экология это на самом деле тоже та вещь, за которую мы сейчас боремся всем миром. И вы причем все это делаете, так скажем, не на небольших площадях. Я, насколько помню, это на Карл Маркса ваш факультет находится, и в кампусе, да? Да, суммарно у нас 5200 квадратных метров. Причем из них производственные участки это порядка 3000 квадратных метров, но остальное это лаборатории плюс студенческие аудитории и все, что с этим связано. Благодарю вас за беседу и желаю успехов вам и вашим подопечным в этом непростом, но при этом увлекательном деле. Спасибо большое. У нас был в гостях директор передовой инженерной школы «Моторы будущего» Вячеслав Вавилов. До скорой встречи и до свидания.